Вітаю ўсіх на свабодзе прэміум. З вами Ганна Соус і мой суразмоўца Александр Азараў, былы начальнік аддзелу трэцяга ўправлення галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыі МОЗ Беларусі, а цяпер прадстаўнік ініцыятывы Байпол. Добрый дзень, Александр. Добрый день. І мы пагаворым пра абвешчаны ініцыятывы Байпол план перамогі. Я паглядзела все ваши інтэрв'ю, все відэазварот, які вы зрабілі. Вот вы заявілі разам з былым старшым прокурорам Генпракуратуры Олегом Талерчыкам, што кожная дзяржава ў выпадку ўзнікнення пагрозы праводзіць мабілізацыю для барацьбы з небяспекай. І гаворка ідзе фактычна пра стварэнне народнага апалчэння. Патлумачце, калі ласка, для нашай аўдыторыі, у чым сутнасць пляну перамога, хто і як можа да яго далучыцца? Да, все верно. Значит, план перамога, он рассчитан на всех граждан Республики Беларусь, патриотов, которые находятся в самой Республике Беларусь и могут выполнить определенное задание в нужное время. Значит, для тех, кто находится за рубежом, мы будем открыто выпускать какие-то обращения и тоже будем их использовать. Данный план был составлен нашими специалистами, которые имеют образование в данной сфере, служили в вооруженных силах, значит, и он соответствует таким же планам, которые лежат в Генеральном штабе, в сейфе под грифом «секретно» и «совсекретно». То есть у нас разработаны в Беларуси такие планы на случай захвата территории Беларуси врагом иностранным, либо на случай восстания. Вообще хочу сказать, что основной план в Генеральном штабе, он предусматривает именно угрозу, основная угроза для нашего государства – это восстание внутри страны. То есть для Лукашенко угроза именно восстания народа своего же, не интервенция других государств. Вот поэтому мы разработали аналогичный план и не видим другого выхода. Необходимо, вот объявили эту мобилизацию всех демократических сил, всех патриотически настроенных граждан. Они будут записываться в анонимный бот. По нашему плану мы не предполагаем каких-то действий до совершения определенного события в Республике Беларусь. То есть это спящее подполье. Значит, и когда совершится какое-то событие, к примеру, как в августе, что-то произойдет, что-то подобное, люди сами выйдут без всяких призывов на улицу, и будет там твориться хаос, только мы уже это движение возьмем под контроль. То есть это будут организованные протесты. Сейчас они были не организованы, а станут организованными. И даже если поступит мобилизационное предписание тому же агенту, и он будет знать, куда ему идти, и сообщит это своим руководителям, то это уже ему не поможет, поскольку это будет определенный день, когда уже эти протесты будут везде, и мы дадим команды по всей стране. И то есть они уже не смогут разорваться, и их действия будут бесполезны. Ни на что не повлияют. Калі параўноўваць з падполлем там у часы другой сусветнай войны у розных краінах, то там былі і жанчыны, і дзеці, і пажылыя людзі, і людзі, якія маюць вайсковы досвед, і якія не маюць. Нейкія абмежаванні ёсць на ўступленне ў гэтае апалчэнне? Ці патрабуюцца нейкія веды, нейкія навыкі, нейкі досвед? Нет, мы не делали никаких ограничений. Конечно, дети нам не нужны. Мы принимаем и мужчин, и женщин, и тот, кто служил, кто не служил, и гражданских, и действующих сотрудников. Нам нужны все. Все пригодятся, каждому будет отведена определенная роль. И это не значит, что некоторые думают, что это мы планируем какое-то восстание, баррикады, оружие, вилы и вперед. Это совсем другой план. То есть каждый человек пишет свои возможности, и мы каждому отведем свою роль. И это будет чем больше людей запишется в этот план, тем быстрее мы победим, и тем он пройдет без каких-то потерь. То есть мы планируем, чтобы этот план был безопасный для людей. Я так разумею, что пакуль вы не будете агалошваць, як хутка, як шмат людей записывается, некие такие промежковые вынікі, это пакуль информация. Да, это информация секретная. У нас есть не секретная часть плана, мы ее будем публиковать, доводить до людей, а остальная информация, конкретный сам план, действия людей и все остальное, это будет совсекретная информация. До этой информации будет даже доступ не у всех сотрудников наших, а
ограниченного круга лиц, даже для того, чтобы не было утечки. Также информация по этому боту, она аккумулируется на зарубежных серверах с большой степенью защиты, то есть взломать их невозможно. Вы казали пра штабы на мабілізацыю народнага апалчэння у генштабе, якія знаходзяцца, так? Ці больш-менш вам вядомы змест гэтых планаў, якая розніца прынцыповая вашай мабілізацыйнай вот этой инициативы и того, что распрацавана и ляжыць Да, вот наш теперь? план, он был написан как раз языком таким военным, и у людей возникают вопросы, ну, у гражданских, но мы его написали именно тем языком, каким написаны такие же планы, лежащие в Министерстве обороны. То есть, чтобы они видели, что у нас работают такие же специалисты, и мы знаем то, что у них там происходит. Мы же публиковали и списки даже сотрудников Генерального штаба, у нас информации очень много. Ну вот я уже параўнала з другой сусветнай вайной. Вот з чым сусветнай гісторыяй можна параўнаць гэтую ініцыятыву? Яна, канешне, заснавана і на лічбавых тэхналогіях, але тым не менш параллели з якімі падполлямі, з якімі мабілізацыйнымі ініцыятывамі можна правесці? Ну, если честно, трудно сказать. Аналогий даже, наверное, я и не видел. То есть во время там Второй мировой войны там подполья организовывались, они организовывались по указанию партии, забрасывались диверсанты, которые создавали там партизанские отряды и так далее. Мы никого никуда не забрасываем, мы находимся в безопасности за границей, и, соответственно, мы организовываем сами всю структуру, потому что людей у нас в избытке, желающих перемен хватает. Вы знаете, что большинство голосовало против Лукашенко, и люди, даже если сейчас они не выходят на улицы, но они мнение свое не поменяли. И даже электорат, который голосовал и за Лукашенко, они уже сейчас многие против, потому что уже понимают, что нужны перемены. Вот, поэтому мы призываем людей всех записываться, не бояться. Все у нас будет безопасно. Мы не собираемся направлять людей на какие-то опасные акции и так далее. Вы назвали гэта таким спячым подполлем. Да. Ці я дакладна зразумела, што гэта толькі ну, вот эта ініцыятыва і арганізацыя людзей будзе задзейнічана на один пэўны дзень, калі будзе вялікая масавая акцыя пратэста. Што Да. гэта не будуць нейкія разовые такие больш дробныя акции. Нет, никаких разовых акций не будет. То есть будет создана структура спящая, которая будет ждать определенного момента. И мы ее приводим в действие только тогда, когда 100%, даже 1000% уверены, что мы побеждаем. То есть мы даем команду, когда уже все, настало это время. Вот и та же структура будет разрастаться, и она нам, мы будем ждать момента, когда она разрастется до такого момента, когда мы можем выполнить поставленные задачи. Вот. И она не противоречит каким-то другим планам, потому что много различных организаций там создает свои структуры, там и партизанские отряды у нас там действуют различные. Вот пускай они работают, все это работает на благо нашей Родины. Вот режим нужно шатать. Вот все это шатает режим. А мы ждем определенного момента. У нас есть сила, армия, будет разработан план для всех, и мы его запускаем в действие. И даже вот были вопросы, что, допустим, если много агентуры вернулось, записалось, и им дашь команду, они не придут на место сбора, не выполнят задач. Так вот, согласно тем же военным планам, у нас имеется запас мобилизационный, всегда имеется какой-то запас. Если нужно, чтобы 100 человек находилось в одном месте, дается команда 200, то есть 200, там, 300, то есть имеется запас. То есть у нас разработано все в соответствии с требованиями составления таких же аналогичных планов. Мы сейчас будем разъяснять, для граждан мы уже разъясняем, будем выпускать более какую-то информацию, написанную другим языком. Вот, но мы первоначально хотели именно показать для наших вооруженных сил, кто есть у нас, кто работает в нашей организации. Вы былы супрацоўнік ГУВАЗіку, гэта сілавая структура мае, напэўна, адну з найгоршых рэпутацый цяпер у Беларусі. Яе супрацоўнікі, як сказаў Сцяпан Латыпаў, учора на судзе патрабавалі ад яго прызнання, пагражаючы арыштам сям'і і суседзям. Як бы вы маглі пракаментаваць тое, што адбылося з палітвязням у судзе
учора абмяркоўвае вся Беларусь, і вы як былы супрацоўнік, вы ведаеце, якім чынам ваши былыя калегі могуць працаваць. Якая ваша ацэнка? Ну, я общаюсь с многими сотрудниками, действующими и уволенными, и с пенсионерами, и всем сейчас стыдно, что они... Стыдно, вернее, за эту организацию, за ГУБОПИК. Вот. И даже там в основном третье управление по борьбе с экстремизмом занимается политическими вопросами. И, насколько я знаю, даже другие сотрудники других управлений говорят, что нужно третье управление переселить на базу ОМОНа, чтобы они вместе с ОМОНом находились в одном помещении, потому что они уже стали не ГУБОПИК, они уже превратились именно в ОМОН. Что касается Латыпова, то... Допустим, у нас есть информация, что делом Латыпова занимался сотрудник первого управления такой Сигайло Александр Казимирович. Если кому нужна информация о нем, могут зайти к нам на канал, у нас есть списки ГУБОПИКа и посмотреть, кто это такой. То есть этот человек как раз его разрабатывал, и благодаря ему Латыпов был задержан и сейчас привлекается к ответственности. А если что касается пыток в СИЗО, то как раз начальник третьего управления ГУБОПИК Бедункевич Михаил Петрович, вот он имеет связи в СИЗО-1, и там работают те, кто с ним учился ранее в учебном заведении в Академии МВД. И все пытки в этом СИЗО-1 по политическим вопросам как раз организовывает Бедункевич. Вот. Он туда приходит, даже, я скажу, что не записываясь. То есть были какие-то раньше проверки, проверяли, был ли Бедункевич в СИЗО, давали ответ, что он там не был. То есть там пропускной режим, обязательно пропуск. Ему даже не выписывают никаких пропусков. Он заходит туда как к себе домой. То есть он организовывает пытки, а там работает агентура, он вызывает агентов в кабинеты, дает им задание, как конкретно по людям их пытать и унижать, и там все что угодно. И вот хочу сказать, что в ближайшее время у нас есть списки агентуры, которые мы выложим у себя на канале, чтобы граждане знали, кто применяет в отношении их эти пытки и издевательства. Гэта так было заўсёды ці толькі апошні год, калі просто беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі в дачыненні да мирных людей? Ну, вообще так было всегда, но это касалось преступников. Но теперь для третьего управления преступники – это граждане, которые участвуют в протестах. И поэтому сейчас вся эта сила, мощь этой машины, значит, работает именно на обычных граждан, которые просто хотят добиться правды, восстановления законности и правопорядка в стране. Як вы мяркуеце, ці можна і да злачынцаў, як вы кажаце, прымяняць такія метады, як прэс-хата, як шантаж свободы родных людей? Это нарушение прав человека. Вот поэтому у Бедункевича были постоянно вопросы с этим. Задержанные жаловались в прокуратуру, но у него такие методы работы. Значит, он так привык, как он говорит, я ничего не умею, я всю жизнь проработал в милиции. Вот. А вы покинули это качество человека. Вы пакінули гэтую структуру, вы былі не згодныя з тым, што там адбываецца. Ці можна сказаць цяпер, я даволі часта ў сацыяльных сетках такую думку чую, чытаю, што все, хто цяпер засталіся ва ўсіх сілавых структурах Беларусі, нясуць адказнасць за рэпрэсіі, за гвалт у краіне. Ці все ж там ёсць нейкая кенца магчымасцей, калі ты застаешься, але не ўдзельнічаеш, ці наадварот нейкім чынам дапамагаеш інфармацыі ці нечым іншым. Это неоднозначная ситуация, я бы сказала. Какая ваша позиция? Конечно, много сотрудников помогает нам, они действующие, они служат, стараются саботировать приказы, либо выполнять их там минимально и стараться не участвовать в этих преступлениях. Но власти сейчас нужно всех заморать очень сильно. То есть сейчас тех, кто не участвовал в каких-то избиениях, они подвергаются проверкам, полиграфам, голосовал ли ты за Лукашенко или не за него. И если нет, то не продляют контракт, переводят на нижестоящую должность или увольняют. Вот. Но мы работаем со всеми, мы призываем людей, сотрудников, кто хочет служить и в Новой Беларуси, присоединяться к нам, что вы однозначно останетесь. Все будет зависеть от вашего вклада в общее дело победы. Для дзейнай улады, для дзейных силовиков, таких идейных силовиков, вы и іншыя прадстаўнікі байпол, вы здраднікі, так?
ну, на вас могуць паляваць, вам хочуць адпомсціць. Вы людзі дасведчаныя, захады перасцярогі, напэўна, прадпрымаеце. Вот вядома вам пра спробы ці пляны зрабіць з вами прыкладна тое, што зрабілі з Романом Протасевичем цяпер? Ну, если смотреть по выступлениям, там, Карпенкова, там, Гайдукевич, по-моему, что-то говорил на эту тему, они стараются нас больше запугать. Вот. Но у нас есть оперативная информация различного, ну, по поводу этого. Мы не хотим ее опубличивать, но мы работаем в этом направлении. Вот, и хочу сказать, что им ничего не удастся, потому что мы себя обезопасили. Вот мы тут имеем тут кое-какие возможности и связи в правоохранительных органах, поэтому не волнуйтесь за нас. Моё апошняе пытанне: як вы мяркуеце, як вярнуць добрае імя органам внутренних справ у Беларусі? Это складаная рэч, бо рэпутацыя, ну, настолькі ўжо зараз низкая, так? Як гэта? Ці магчыма гэта зрабіць? Ну, вообще... За які перыяд? Вообще, конечно, нужна реформа, это все говорят, но это однозначно. И название, я думаю, что нужно менять, потому что милиция – это не профессиональный орган, это созданный после революции. Вот. Ну, должны все подвергнуться проверке, и в Новой Беларуси будут работать только те, кто не совершал тяжких, особо тяжких преступлений. Вот. А поднять имидж, что имидж – это работа с людьми. Вот я, допустим, изучал опыт, каким образом оценивается работа в той же Словакии. У них, например, количество, вернее, не количество, а удовлетворенность потерпевшим от рассмотрения их заявлений. Это показатели. У нас палочная система, да, сколько ты раскрыл преступления. Там опрашивают потерпевших, он удовлетворен полностью, средне удовлетворен, не удовлетворен или там вообще не удовлетворен. То есть и в зависимости от его ответов определяется работа полиции. То есть это работа как раз с людьми. И у них заявитель, получается, ставится выше всего. Сейчас что? Заявитель пишет заявление, ему отписка, что мы ничего не установили, ничего не нашли, и все, и до свидания. Вот. А у них от ответа заявителя зависит престиж и премии, и все остальное, и показатели работы. Дякую вялікі. Гэта быў прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» Александр Азараў. Мы з ім гутарылі пра план «Перамога».